воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Нанес телесные повреждения. Пришлось вызвать полицию. Защитить врачей от неадекватных пациентов, машины неотложки от лихачей и построить 7 вертолетных площадок для санавиации. Наше правительство сделает все, чтобы создать вам комфортные и качественные условия для работы. На здравчасе обсуждали случаи, когда помощь требуется самим медикам. В СИЗО до 20 мая вместо кожаного кресла и портфеля министра скамья, решетка, наручники. Экс-вице-премьер Евгений Гурьев арестован. Почему государственные земли были проданы по дешевке, а бюджет не досчитался 27 миллионов рублей? Бывший чиновник немногословен. Вы реально такое сделали или, может, это недоразумение? Попал на мины. Мировой опыт такой, когда турникет устанавливается, общественный транспорт становится только хуже. Идея главы Госкомтранса пускать пассажиров в автобусы через турникеты отклонена. Дорого, старомодно, чревато пробками. Ненужную закупку уфимские блогеры назвали аферой на 7 миллиардов рублей. Возвращение к былому или аутсорсинг отменяется. Дети даже не кушали их. Даже вот кошки бросишь, и то не кушает. Треть школ Абзелиловского района вновь взяли в свои руки питание школьников. Последуют ли примеру остальные учебные заведения и стали ли обеды вкуснее? На реке Белой сегодня оторвалась льдина с 8 рыбаками. ЧП произошло в Краснокамском районе возле села Староянгизитово. В итоге льдину отнесло вниз по течению на 4 километра на территории Актанышского района Татарстана. Спасатели МЧС добрались до пострадавших при помощи судна на воздушной подушке. Рыбаков удалось снять в 50 метрах от берега. Их здоровью теперь ничего не угрожает. Сейчас на водоемах лед стал хрупким и выходить на него опасно. К тому же в республике уже начался паводок. Большая вода на неделе внезапно пришла в деревню Мутаево Мелеузовского района. Один из жителей выложил видео в социальной сети. На кадрах видно, что дороги населенного пункта превратились в бурлящую реку. В деревне Мурдашево Стерлитамакского района огороды, придомовые территории покрыты талыми водами. Глубина достигает 15 сантиметров. На данный момент рост уровня воды остановился. Вода подобралась и к домам в поселке Максимовка под Уфой. Остаются затопленными несколько участков. С этих территорий организована откачка. Для мониторинга обстановки на месте применяются беспилотные авиационные системы. По данным Башгидромета, река Белая поднялась за сутки на 41 сантиметр. Уровень Уфимки в районе Шакши повысился на 24 сантиметра. Дема в районе деревни Бочкарево прибавила 6 сантиметров за ночь. Уголовное дело, которое обещает стать одним из самых громких за последние годы. Евгению Гурьеву избрали меру пресечения. Экс-вице-премьер и по совместительству министр земельных и имущественных отношений, которого называли одной из самых влиятельных фигур правительства республики, останется в СИЗО в течение почти 2 месяцев. Позиция следствия: чиновник превысил должностные полномочия. В итоге казна не досчиталась 27 миллионов рублей. Детали громкого дела в репортаже Максима Окунева. Вы реально такое сделали или, может, это недоразумение? Может, вас подставили? Вместо министерского кабинета и кожаного кресла клетка и затертый табурет. На столе перед Гурьевым материалы дела, которые передала ему адвокат. В полиэтиленовом пакете предметы первой необходимости. Внешне бывший вице-премьер выглядит спокойным, даже хладнокровным. Точно так же он реагировал на многочисленные публикации о возможных махинациях, будучи членом правительства. Никогда не отвечал на нападки прессы и уходил от ответа на провокационные вопросы. Евгений Александрович, каков характер знакомства вашего с бизнесменом Уралом Ахметовым? Евгения Гурьева задержали вечером 1 апреля и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в ноябре 2015-го чиновник продал группе компаний Су-10 больше 17 гектаров земли в Уфе без конкурсных процедур по заниженной стоимости. Речь идет о территории на улице Кустарной, где уже возведен многоэтажный жилой дом. Еще один земельный участок, фигурирующий в уголовном деле Евгения Гурьева, это территория, прилегающая к Уфимскому лимонарию. Против ее застройки долгое время выступали общественники, в том числе и на митингах. Однако жилые дома все-таки здесь появились. Оценивать правомочность решения 2-летней давности теперь будут правоохранительные органы.
Тучи над головой Евгения Гурьева начали сгущаться прошлой осенью. В первые дни своей работы в качестве временно исполняющего обязанности главы республики Ради Хабиров четко дал понять, что будет бороться с коррупцией, невзирая на чины и масштабы деяний. Руководитель республики четко обратил внимание и потребовал дать соответствующую правовую оценку этим фактам. При этом хотелось бы отметить, что это ни в коем случае не означает какое-либо вмешательство со стороны руководства республики в ход следствия. Фигурантом этого уголовного дела является также бывшая подчиненная Гурьева, экс-начальница управления административными зданиями республики. Ранее задержали правоохранительные органы. А Федеральная антимонопольная служба провела проверку действий, которые следствие сейчас расценивает как преступление. В случае применения конкурентных способов, а в данном случае, если просто на торги бы это имущество было выставлено, бюджет заработал бы, мягко говоря, гораздо больше денег, чем это случается в таких конкретных ситуациях, в рамках данного дела. Мы это как раз констатировали в своем решении такой факт. Накануне судебного заседания супруга Гурьева в эфире «Эхо Москвы» в Уфе назвала это дело сведением счетов. Сам бывший вице-премьер попросил суд не избирать ему меру пресечения в виде ареста, а оставить на свободе под подпиской о невыезде, так как он воспитывает 4 своих детей, в том числе несовершеннолетних, и страдает гипертонией. Однако суд не учел эти доводы. Адвокат Гурьева комментировать решение отказалась. Я ничего комментировать не буду. В бывшей вотчине некогда всесильного министра и вице-премьера говорят, что дождутся результатов расследования и не станут навешивать ярлыки преждевременно. Однако исполняющий обязанности руководителя Минземимущества Олег Полстовалов все-таки заявил, что множество ошибок предшественника, например, доведение до банкротства Башавтотранса и издательства «Башкортостан», сейчас исправляются. Действительно, были допущены некоторые упущения, скажем так, нашими предшественниками. И говорить, опять же, о признаках преднамеренного банкротства или вывода активов преждевременно, на мой взгляд. И здесь мы еще очень внимательно и кропотливо будем разбираться. Ранее власти республики заявляли, что пересмотра решения о передаче земель под застройку не будет, чтобы не пострадали люди, купившие квартиры. А Евгений Гурьев проведет в СИЗО 1 месяц и 20 дней. И не исключено, что за это время в уголовном деле появятся новые эпизоды. Максим Окунев, Азат Самирханов, Расуль Шагимарданов, Родион Матвеев. Итоги недели. Колоссальную сумму 400 миллиардов рублей планируется инвестировать в новый индустриальный парк в Салавате на базе «Газпрома». С инициативой его создания выступил Ради Хабиров на коллегии Министерства энергетики страны в Москве. Проект экономически обоснован, готова промышленная база, есть подземные комплексы хранения газа, имеются прямые выходы на железную дорогу, федеральные трассы, а также маршрут Европа-Западный Китай. К тому же властями региона уже ведется активная работа по созданию особой экономической зоны в соседнем городе Ишимбае. Как отметил Ради Хабиров, республика готова внести свой вклад в развитие технологической независимости отрасли энергетики. Предприятия нефтегазовой сферы Башкортостана способны в разы увеличить выпуск продукции. Самочувствие топливно-энергетического комплекса у нас довольно хорошее. Самочувствие машиностроительного блока тоже неплохое. Я говорил, мы по итогам первого квартала достигли цифры 3,5%. Это при среднероссийском 2,6%. То есть мы идем опережающими темпами. Но мы не хотим останавливаться на этих цифрах. Мы имеем потенциал гораздо больше. И вот что, если в частности, конкретно о чем я говорил, о том, чтобы все-таки увеличить потребление продукции наших башкортостанских предприятий, предприятий Минтека. Врачей возьмут под защиту. Ради Хабиров дал поручение обеспечить безопасность медиков и упростить процедуру оформления ДТП для машин скорой помощи. Первое – для того, чтобы сохранить жизни врачей, второе – жизни пациентов. Каждая авария – потерянное время. На этой неделе «Здравчас» прошел на выезде в 21-й больнице, и не случайно. Именно здесь собираются открыть центр неотложной и экстренной помощи стоимостью в 900 миллионов рублей с собственной вертолетной площадкой. Все подробности у Анастасии Чебаевой. Красный крест на машине не застраховывает от ДТП. Спеша на помощь, она часто оказывается нужна уже им самим. Из-за аварии могут пострадать не только врачи, находящиеся внутри кареты скорой, но и те, кому они прорывались сквозь автомобильный поток. Когда счет идет на минуты, цена промедления – человеческая жизнь. Вот только понимают это не все. Ситуация во дворах в основном, потому что припарковать машину некуда. Люди хотят проехать. Бывает такое, что мы не можем убрать машину. Ну, не все это понимают.
Бывает, не пропускают, сейчас просто удачно сложилось, пропустили. Деревня Нижегородка, пациентка с инсультом. Первые 2 часа в таких случаях медики называют золотыми. За это время нужно доехать до больного, доставить его в медучреждение и оказать помощь. Сегодня успели. Но бывает, когда бригада не может доехать до пациента из-за оформления бумажек. Иногда в один день несколько аварий с участием наших автомобилей. И, соответственно, бригада на 5-6 часов находится в этом автомобиле в ожидании разбора ДТП. Здесь такая же просьба помочь нам быстрее освободить бригаду, потому что она должна работать на вызовах. И минус одна бригада, а иногда 2-3, это для нас большой урон. С этой просьбой к Радио Хабирову обратились во время еженедельного здравчаса. Руководитель региона поручил проработать возможность упрощения процедуры оформления ДТП с участием карет скорой помощи, поставив срок месяц. Однако хуже бумажных проволочек – неадекватные пациенты. Ко мне подошел мужчина, около 60 лет, около 2 метров ростом, начал меня спрашивать: ты кто такая, ты что пришла? После пациент 13-й больницы напал на девушку, схватил врача за руку и отшвырнул. Испуганная женщина стала убегать. Мужчина погнался следом. Медику удалось нажать кнопку вызова охраны. А в 2016 году пьяный мужчина напал на врача с молотком, повредив машину скорой. Инструмент пролетел в нескольких сантиметрах от головы сотрудницы. Годом ранее другой пациент проткнул фельдшера ножом, чудом не задев сонную артерию. И это лишь верхушка айсберга. За более чем 30 лет работы в скорой помощи кардиолог Александр Катунин мог бы написать сборник рассказов о нападениях на него и его коллег. Одна из историй, случившаяся в прошлом году, длится до сих пор. Пациент напал на врача после того, как медики привели его в чувство. Нанес телесные повреждения. Пришлось вызвать полицию. Полиция приехала, не очень задерживаясь, но следствие до сих пор не подвело эту ситуацию к судебным процедурам. Почему, непонятно. То есть человек получил отсрочку, может быть, а может быть и вообще индульгенцию за этот случай. То есть он не понесет никакого наказания. Как раз обратного потребовал от правоохранителей Ради Хабиров. Проблема безопасности врачей стала еще одной темой обращения медиков к руководителю региона. Он поручил МВД вместе с Минздравом разработать регламент взаимодействия. Надо создать такую атмосферу с вашей стороны, что трогать врача это категорически надо создать, выжечь землю вокруг этих людей. Здравчас на этой неделе впервые прошел на выезде в 21-й больнице. Ради Хабиров посетил сосудистый центр, который не так давно был обновлен и внешне, и технически. Теперь изменения ждут систему приема пациентов. Главе республики представили проект так называемого Emergency – Центр неотложной и экстренной помощи. Эволюционная ступень приемного покоя. Вместо привычного узкого коридора – отдельное двухэтажное здание, которое будет способно одновременно принять 6 бригад скорой помощи. Смысл в том, что все оборудование сконцентрировано в одном месте, и пациент, любой сюда обращающийся, во-первых, просторные условия для людей, то есть для ожидания. Диагноз ставится, и уже или мы госпитализируем профильное отделение, или он идет с этим диагнозом, с лечением, уже идет себе в поликлинику, там спокойно лечится. В идеале планируется открыть подобное отделение, но меньшего масштаба и в районах. Предварительная стоимость центра с учетом оборудования – 900 миллионов рублей. Часть суммы на подготовку проекта выделит республика. Основные же средства региональный Минздрав планирует получить из федерального бюджета. Это примерно расположение нового корпуса, где будет осуществляться прием пациентов. Он будет примыкать к главному зданию медучреждения. Рядом также будет находиться вертолетная площадка для экстренных случаев. 21-я больница должна стать первой точкой, где будет выстроена новая система приема пациентов. Но в будущем для охвата всего города понадобится еще 2 таких проекта. Один в северной части, в Черниковке, другой в районе 22-й больницы. С конца прошлого года в здравоохранении начались большие изменения. О первых результатах можно говорить уже сегодня. Если еще осенью жители республики чаще всего жаловались на медицину, то сейчас эта тема занимает 4-5 место по количеству обращений, заявили во время здравчаса, во время которого не только врачи обращались к Радио Хабирову, но и он выступил к ним с просьбой. Здесь очень простые вещи. Это прекратить хамство, это прекратить нарушения вот такого свойства. Это в наших руках. Республика, наше правительство сделает все возможное и многое для вас делает, чтобы создать вам комфортные, качественные условия для работы. И ордена, и медали, и награды, и повышение зарплат, и все, что возможно, это делать. Мы это сделаем. С вашей стороны очень простая вещь. Профессиональный подход и человеческое отношение. Нет ничего проще.
О создании условий для медиков, кстати, говорят цифры. В больницах республики сокращается дефицит кадров. За 3 последних месяца удалось привлечь 185 врачей. Это дополнительное денежное стимулирование и привлечение специалистов в отдаленные районы, в первую очередь сельскую местность и наши малые города, а также та работа, которая под руководством администрации главы республики проводится непосредственно уже с руководителем муниципалитетов. То есть выделяется жилье. Основной приток кадров ожидается осенью. Это будут выпускники медвузов и колледжей, за которых вовсю бьются главврачи и руководители районов. Но уже сдвиг, который удалось достичь с начала года в сокращении дефицита специалистов, стал первым переломным моментом за последние 3 года. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. Турникетов в городских автобусах не будет. Ради Хабиров отклонила идею главы регионального госкомтранса, которую уфимские блогеры уже назвали аферой на 7 миллиардов рублей. Именно в эту сумму обошлась бы, по их мнению, закупка ненужного оборудования. Предлагая пускать людей в общественный транспорт через турникеты, тем самым создать пробки и неудобства, чиновник попал на мины. Так об этом высказался руководитель региона. Дорого и старомодно. Какие еще доводы против озвучивают уфимские активисты в материале Равиля Ватолина. Для того, чтобы зайти и оплатить проезд, необходимо прислонить к терминалу. Происходит процесс оплаты, открывается турникет, разблокируется, и пассажир проходит в салон. Чтобы оплатить проезд в автобусе, совсем не обязательно тянуться до кошелька. Достаточно просто приложить телефон. Новую систему пропуска пассажиров презентовали еще в начале февраля. До лета на нее должны были перейти все перевозчики Уфы. При этом турникет, который входит в аппаратный комплекс, практически исключает и перевозку безбилетников. Для Уфы, как нововведение, это эффективный инструмент. Это дисциплинирует, во-первых, пассажиропоток для начала. Это дисциплинирует самих перевозчиков. Это дает результативность системы учета пассажиропотока. Соответственно, это экономия бюджетных средств. Система, которая должна была значительно улучшить перевозку пассажиров, выясняется, могла попросту парализовать ее. И дело тут, как говорят специалисты, не только в непродуманности, но и в том, что новация попросту устарела. От турникетов давно отказались многие города мира. Готовящееся нововведение буквально переполошило и социальные сети. Блогеры в один голос твердят: закупка – не что иное, как афера стоимостью в 7 миллиардов рублей. Я знаю, что мировой опыт такой, когда турникет устанавливается, общественный транспорт становится только хуже. Более того, каждый из турникетов стоит порядка 100 тысяч рублей, и с учетом многотысячного парка автобусов, трамваев и троллейбусов речь идет о затратах порядка миллиарда. Транспортники Уфы не склонны драматизировать ситуацию, однако признаются: турникеты и впрямь возвращение в прошлое, причем убыточное вдвойне. Деньги нужно потратить на установку, а с их введением уменьшается и выручка с продажи билетов. Мы в процессе своей работы экспериментальные турникеты установились и поняли, что это не такая удобная вещь для нас. Во-первых, анализ показывает установки турникетов в Москве, что предприятие Мосгортранс за год работы потеряло с установкой турникетов 3,5 миллиарда. Это очень большие деньги. Помимо финансовых затрат, внедрение турникетной системы, по мнению экспертов, серьезно осложнит и движение городского транспорта. Ведь как минимум посадка увеличивается на каждой остановке на минуту-полторы. Если брать весь маршрут, то это выливается в час и более. Против новой системы пропуска выступают и сами пассажиры. Люди уверены, транспорт должен двигаться с минимальной потерей времени, добавляя: нововведения нужны, но в части оплаты за проезд. Это неудобно. Это очень долго проходит время. Карточная система, да, очень удобная. Я езжу очень много, и поэтому мне это выгодно. Надо решать именно вопрос с картами, чтобы они были доступны, да, чтобы у нас была единая карта на все виды транспорта. Вместо турникетов транспортникам Уфы предлагают оборудовать автобусы с современными валидаторами. Это электронные кондукторы, которые автоматически выдают билет после оплаты. Причем принимают они не только транспортные карты, но и банковские. Есть простые технологии. Не надо нам сейчас проходить как по порядку. Сначала турникеты, потом прочие там кассы и прочее. Мы можем сейчас перейти сразу на нормальную технологию. У нас все для этого есть. Банки уже для этого весь софт написали. Они бегали и кричали: начинайте платить. Прислоняешь карту Сбербанка, получаешь билет, с билетом ездишь
по своему маршруту. Для борьбы с безбилетниками блогеры предлагают увеличить штат контролеров, которые будут проверять наличие билетов у пассажиров. Эту практику давно применяют во многих европейских городах. Наша коллега Анастасия Белоусова на неделе заплатила в Праге штраф в 70 евро за то, что не погасила билет в компостере. Добавляя, такая мера напрочь отбивает интерес проехать зайцем. Контролеры предоставили удостоверение, объяснили нам все и сказали, что штраф нужно платить. То есть, в принципе, не было никакой возможности с ними как-то договориться, сказать, что мы туристы, у нас ребенок, мы не так поняли. И я думаю, что именно это обеспечивает такой порядок, что все, кто живут в Праге и пользуются общественным транспортом, они безоговорочно покупают билеты, безоговорочно пробивают их без всяких напоминаний. В спор уфимских блогеров и Госкомтранса вмешался Ради Хабиров. Руководитель региона отклонил идею главы ведомства об установке турникетов, добавив, таким предложением чиновник попросту нарвался на мины. Причем разминировать это поле будут на ближайшем транспортном часе, который проводится в правительстве Башкортостана. На совещание Ради Хабиров пригласил не только чиновников, но и блогеров, от которых ждут конструктивных инициатив. Равиль Ватолин, Артур Ханов и Виктор Миренков. Итоги недели. Уфа. Пересмотреть в республике могут и систему аутсорсинга в сфере школьного питания и вернуть все как было. Готовить горячие обеды вместо размороженных котлет в своих столовых уже начала треть всех учебных заведений Абзелиловского района. На очереди остальные, где вопрос готовки решено вновь взять под собственный контроль. Причина – многочисленные жалобы и детей, и родителей. Многие школьники и воспитанники детсадов возвращались домой голодными. Настолько несъедобными, вероятно, были приготовлены полуфабрикаты. Так чем же кормят школьников и дошколят? На кухню заглянул Артур Шамсудинов. В этой детсадовской столовой сегодня жарко во всех смыслах этого слова. Повара с трудом поспевают готовить. Уже который день подряд малыши требуют добавки. На завтрак, обед и ужин ничего не остается. Впрочем, сами работники пищеблока такому чересчур здоровому аппетиту не удивлены. Вот нам привезли молочки хорошего, качественного. Видим их дата, срок годности, все с документами. А до этого привозили никаких документов, там даже не ясно срок годности. С 1 апреля вопрос организации питания сотрудники детского сада в селе Абзелилово вновь взяли в свои руки, отказавшись при этом от услуг аутсорсинговой компании. Повар Юлия Мухамединова поясняет, уже устали выслушивать многочисленные жалобы от родителей и самих детей, которые попросту отказывались есть приготовленные блюда. В аутсорсинге начали уже полуфабрикатами. Тефтели, фрикадельки самые вот дешевые, вот эти. Их даже вот начинаешь варить, там запах какой-то уже. Там дети даже не кушали их. Даже вот кошки бросишь, и то не кушает. Еще один пример – школа в селе Амангильды. Ко всем прочим недочетам здесь меню подбирали, исходя из финансового благосостояния детей и их родителей. Вот это наше меню, а вот их меню. Здесь разница в том, что в основном в их меню только пельмени ели многодетные, а остальные дети – макаронные изделия. А здесь у нас дети не разделяются, едят все одинаково, пельмени, например. Вот в чем обида была, что дети эту разницу чувствовали, им тяжело было морально. А в основном блюда в этом только. После прихода аутсорсеров проблема у всех как под копирку. Порции стали меньше, качество еды упало, а вот цены на удивление повысились. В школах Салаватского района детей хотели накормить жиром вместо мяса. Говядина была настолько сомнительного качества, что повара не рискнули ее приготовить. Мясо с запахом портящегося мяса. Цвет синюшный. Это полный кошмар. То, что качество питания в школах и детсадах резко снизилось, признают и парламентарии. Депутаты Башкирского госсобрания обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой ввести ГОСТы и усилить меры ответственности в данной сфере. Позиция Общероссийского народного фронта и вовсе вывести тему социального питания из-под действия 44-го федерального закона о госзакупках. Ведь фактически при аутсорсинге доступ к кухне получают компании, предложившие самую низкую цену за услуги. По статистике обращений от родителей на первом месте по-прежнему остается вопрос питания. Поэтому эту тему будем держать на контроле. И, конечно, вот те форумы, которые сегодня уже есть в нашей республике, нам нужно все-таки лучшие практики посмотреть и, наверное, тиражировать те практики, которые удовлетворяют и потребителей, и технологически они более правильно выстроены. На систему аутсорсинга питания все учреждения перешли больше года назад. Предполагалось, что руководство школ и детсадов сможет сконцентрироваться непосредственно на обучении детей. Но по факту приход сторонней компании только добавил головной боли. В администрации Абзелиловского района отмечают, еще до прихода подрядных организаций охват питания был 100%. После около 7% школьников в столовую не ходят. Одни не хотят, другие не могут себе позволить.
Как правило, возле каждой сельской школы есть собственный приусадебный участок. Летом сами дети выращивают на нем овощи и фрукты, которые впоследствии используют для готовки в школьных столовых. Такой хозяйственный подход решает несколько задач, в том числе и удешевляет производство готовых блюд. Однако при аутсорсинге это не практиковалось. Огород не использовался, поскольку ту же картошку или капусту компании заказывали у сторонних поставщиков, а потому и цены на питание были существенно выше. Основная проблема в сельской местности – ограниченный выбор аутсорсинговых компаний. Порой выбирать не приходится, а те, в свою очередь, диктуют свои условия. В Абзелиловском районе от услуг таких организаций уже отказались треть всех дошкольных и общеобразовательных учреждений. Впрочем, в отделе образования не исключают, что их примеру последуют и оставшиеся школы и детсады, в том числе из других районов. В многочисленных обращениях родители просят обеспечить их детей не замороженными полуфабрикатами, а полезной горячей пищей. Артур Шамсудинов, Булат Садриев и Константин Романов. Итоги недели. Абзелиловский район. С 1 апреля повысились социальные пенсии и заморозились цены на моторное топливо. В стране вступили в силу ряд поправок, которые коснутся миллионов россиян. Сложнее станет взять кредит, не удастся сэкономить на ОСАГО любителям лихой езды. Все подробности у Лилии Курбановой. Первая неделя после каникул пятидневная. У школьников Башкортостана появились 32 свободные субботы. Пока это коснулось только младших классов. Вместо уроков в конце недели, но только раз в месяц, будут проводиться спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Количество учебных часов сократится, но зарплаты преподавателей останутся на прежнем уровне. С 1 сентября эту работу продолжим, и школа уже будет принимать решение о переходе на пятидневный режим обучения, соответственно, основного, да, и старшего звена. Штраф где-то 6 с чем-то, $7 тысяч штраф получается. Пытаясь заработать больше, перевозчик рискует остаться вовсе без прибыли. Ричардас Римша ехал в Литву. Из Белорецка вез металл. За перегруз на пункте весового контроля выписали штраф. Сумма переваливает за половину себестоимости всего товара. Кроме того, въезжать на региональные дороги с 1 по 30 апреля водителю вовсе запрещено. В Башкортостане ежегодно вводится ограничение движения в весенний период. Раньше международные перевозчики не попадали под ограничения. Еду с Казахстана в Литву. И по дороге заехал загрузиться. И таких сведений мне никто не давал, что уже по Башкирии нельзя ехать, что паводок. При въезде на весовой контроль стоят соответствующие знаки. Водителя, которые игнорируют их, именуют эту полосу без остановки, фиксирует камера. Нарушителю приходит штраф не только за превышение массы на ось, а также штраф от ГИБДД. С 1 апреля правительство России продлило мораторий для нефтяников, который запрещает им повышать розничные цены на заправках. Очередное ограничение будет действовать до середины года, а не до 31 марта, как планировалось. По мнению чиновников, серьезных причин для роста цен на нефтепродукты пока нет, так что снимать ограничения рано. Прошлый год весь были свидетелями, администрирования рынка топлива, моторного топлива, что дало свои результаты нам совместными усилиями с компаниями. Удалось удержать на приемлемом уровне цены на моторное топливо в стране. Персональными станут скидки по полисам ОСАГО. Коэффициент бонус-малус, который рассчитывается за безаварийную езду, теперь будет закреплен за водителем, а не автомобилем. Причем хранить данные КБМ страховщики будут долгие годы. Так что скрыть высокую убыточность теперь станет невозможным. Поправки исключили и шанс исправить страховую историю за счет перерыва в вождении, когда водитель не покупал полис год и таким образом становился чистым перед страховщиком. Раньше КБМ мог меняться бесконечное количество раз, когда человек вписывался в полис, у него происходило ДТП и так далее. Это очень сложно было и неудобно для автолюбителей следить за своим КБМ. Возникали постоянные споры. Центробанк ужесточил работу страховых компаний. Отныне при продаже полисов инвестиционного страхования жизни специалисты обязаны будут предупреждать граждан о всех рисках таких вложений. В последнее время подобными договорами в банках, которые являются агентами страховщиков, начали активно подменять банковские депозиты. Причем делая это намеренно, уверяют эксперты. Это не является классическим депозитом, где гарантированно прописывается процентная ставка. На это обращается. Второй момент на то, что данный продукт не подлежит, не находится в системе страхования вкладов, чтобы также клиент не вводился в заблуждение. Еще одно экономическое нововведение. Банки теперь более разборчивы при выдаче потребительских кредитов. ЦБ изменил правила оценки заемщиков. Гражданам с небольшими доходами, подпорченной кредитной историей или, скажем, наличием еще нескольких займов станет гораздо труднее получить новую ссуду. Количество заявок там из 150 было,
то сейчас будет и 140. То есть часть людей, которые раньше проходили по заявкам, сейчас не будут проходить. И лимит кредитования будет резко. Это связано прежде всего с тем, что вот так называемое кредитное рабство возникает. После январского повышения пенсий по старости правительство страны взялось и за социальные. С 1 апреля выплаты проиндексируют на 2%. В итоге ее средний размер увеличится на 182 рубля и составит 9266 рублей. Детям-инвалидам добавят 268 рублей, инвалидам детства первой группы 270. С апреля эти категории граждан будут получать 13 674 и 13 812 рублей соответственно. Главный принцип пенсионного права в нашей стране – это сохранение покупательной способности, соответственно, пенсий, в том числе пособий различных. И поэтому ежегодно с 1 апреля социальные пенсии индексируются на рост, получается, прожиточного минимума. Сложнее будет получить лицензию букмекерским конторам и тотализаторам. Со 2 апреля в таких организациях станут использовать рискоориентированный подход. Что касается азартных игр, с 7 апреля вступает в силу еще одно нововведение. Лотерейные билеты теперь запрещено продавать несовершеннолетним. Лилия Курбанова, Равиль Ватолин, Александр Лысенко. Итоги недели. Как научиться считывать чужие эмоции и монетизировать свои умения? И речь не о сфере сверхспособностей. Такие среди нас, и их много. Что такое эмоциональный интеллект, как его распознать? Вот об этом специальный репортаж Юлии Нигматуллиной, который выйдет в эфир сразу после итогов недели. Усы, губы, борода. Люди с высоким эмоциональным интеллектом. Камиль Бузыкаев и Михаил Кумпан. Что позволило им добиться успеха в творчестве и в бизнесе. Если даже я учился не супер, я был точно лидером. Что такое эмоциональный интеллект и как развить его у детей? Я получаю свободу. Получается слоеный пирог из эмоций. Понимаем ли мы окружающих и сами себя? Ирония готова. Слово «дурочка» можно сказать 17 разными интонациями. И почему суррогаты общения, гаджеты снижают наш эмоциональный интеллект? Во всем этом попробуем разобраться в специальном репортаже. Больше 300 тысяч человек вышли на генеральную уборку. В Башкортостане прошел субботник «Сделаем вместе. Республику чище». Он предзнаменует целую череду таких мероприятий, которые продлятся до конца месяца. Уже известно, что за первый день уборки было собрано 110 тысяч кубометров мусора. О том, кто и как преображал республику после зимней спячки, в материале Руслана Батыргареева. Они могут не только поработать с лопатами, но и демонстрируют неплохие вокальные данные. Под такое музыкальное сопровождение прошел субботник в Кумертау. Этой дружной команде девушек, несмотря на начало апреля, пришлось вступить в схватку с последними напоминаниями о зиме – сугробами. Хотелось бы, конечно, мая. Конечно, 10-го, наверное. Чтобы быстрее это все закончилось. Чтобы скорее у нас высохло и пахло весной. Масштабный субботник стал первым в этом году и прошел по всей республике. В Кугарчинском районе все началось с концерта, который задал позитивный ритм на весь день. А кушнаренковцы решили особое внимание уделить уборке дома Топорниных. Это старинная усадьба, принадлежавшая помещику из русского дворянского рода. Окунуться в прошлое в этот день решили и школьники Орджоникидзевского района города Уфы. Они убирали Дежневскую лестницу, что в Парке Победы. Еще одна давно забытая достопримечательность. Когда-то около полувека назад излюбленное место отдыха горожан. От Парка Победы до реки Белой 300 ступеней. Изъеденная временем Дежневская лестница покрыта не только листвой, но и бытовым мусором. И каждую весну здесь вместо подснежников прогуливающиеся могут увидеть пустые бутылки, окурки и даже такие вот автомобильные шины. И надо будет 2 желающих с ведрами и тряпками протереть машину. Вопросы есть? Вопросов нет, к уборке приступить. Тратить время на разговоры они не привыкли. И неважно, выезд ли на очередной пожар или субботник. Но сегодня все же в их арсенале не средства борьбы с огнем, а метелки и грабли. Каждый труд, он сам по себе своеобразен. И легкого труда нету. Что с лопатой, что в нашей повседневной деятельности. Это все труд человеческий.
И пускай на улице не так жарко, как это бывает, когда они находятся в сердце горящего здания. Попотеть сотрудникам МЧС в этот день пришлось. Сквер Ковалева их подшефная зона. Но были и те, кто пришел помочь в уборке по зову сердца. Ностальгия зовет. Нина Иванова здесь вроде хранителя порядка. Почти полвека она ходила на завод через этот парк. Вот в обеденный перерыв вот в этом сквере мы молодыми когда были, сидели, обсуждали там свои планы. Вот сейчас вот даже вот эту тропинку, вот летом пройдешь вот в магазин, совершенно тут все в окурках, стаканчиках, фантиках. Порядок в городе наводили и те, кто еще помнит советские субботники, и те, кто даже на цыпочках не достает до верхушки метелки, но утверждает, без их помощи никуда. В Сипайлово в 155-м лицее масштабную уборку в этот день решили совместить с посадкой деревьев. За лопату и саженцы взялись не только школьники и учителя, но и мэр города Ульфат Мустафин. В Уфе 22 тысячи гектаров леса, рассказал градоначальник. Это как 30 футбольных полей. Но все равно недостаточно в тех пространствах, особенно где-то вот в приближенных местах к жилью, то, что нет таких бульваров, аллей и так далее. Вот это необходимо, надо восполнить, и этим мы будем однозначно заниматься. В Иглинском районе уборка так зарядила энергией сельчан, что порядок они наводили пританцовывая, а школьники и вовсе устроили своеобразное выступление экспромт, задавали ритм. В Арамикеевском районе после плодотворного дня всех участников субботника накормили солдатской кашей и баурсаком. Всего 319 тысяч человек приняли участие в генеральной уборке республики. Это как если бы на улице разом с метелками и лопатами вышли все жители Стерлитамака и Учелов. Результаты первого субботника на своей странице в социальной сети выложил Ради Хабиров. Мне известно мнение, что субботник – пережиток прошлого, и что пусть дворники убираются, но мусорят не только дворники. Мы никак не привыкнем относиться к общему пространству как к зоне своей ответственности. И пусть меня ругают либерально настроенные горожане. Субботники мы проводить будем и очень активно. Между прочим, и в западных странах люди очень охотно, вместе, бесплатно борются за чистоту. Сам руководитель региона признался, что не смог присутствовать во время генеральной уборки из-за совещания в правительстве России, но пообещал принять участие в следующих субботниках. Очередной общереспубликанский пройдет 27 апреля, но до него также будут организованы уборки местного масштаба, районные и городские. И для каждого это возможность наконец-то поднять выброшенный когда-то им небрежно мусор или донести до контейнера за менее расторопными. Руслан Батыргареев, Анастасия Эльчебаева, Булат Садриев и Булат Закирьянов. Итоги недели. Косолапы поступью на большую дорогу медвежата Уфимского вольера подросли и уже завтра будут переданы новым владельцам. Скорее всего, их отдадут в цирковые группы и зоопарки других городов. Тайну в вольере не раскрывают. Идемте кушать, кушать. Айдайте кушать. Айда. Каждые 2 часа они выпивают по 700 мл молока. Аппетит у медвежат отменный. А смотрители постепенно переводят косолапых на твердые корма, добавляют в рацион каши, сушки и сухари. Этим медвежатам 3 месяца от роду. Они до сих пор просят маму, едят молоко и совсем скоро будут распределены и покинут родной вольер. Им даже дали имена. Вот это Умка, а рядом с ней Марта с белой холкой. В естественной среде обитания буры-медведи живут четверть века. В неволе до 50 лет, говорят егери. Косолапы Уфимского вольера с молодых ногтей контактируют с людьми. Но инстинкты хищника дают о себе знать. Зверь стремительно прогрессирует, проявляет уже свой хищный характер. И уже работникам вольерного хозяйства не просто справляться, как и с силой этих подрастающих малышей. Вот. Подстраиваться под их характеры. Вот. И уже совершенно игры уже. У нас, видите, выросли зубы, у нас острые когти. Кстати, имена косолапым выбирали уфимцы по предложению мэра столицы. В итоге детенышей Маши горожане нарекли, а потомство медведицы Насти пока безымянное. Но для смотрителей вольера это не важно. Для них все мишки как родные. Даже за короткий период времени успеваем привыкнуть к маленьким. Но когда они вырастут, уже больно так с ними не потискаешься, не поиграешь. Поэтому и расставаться с ними будет тоже сейчас тяжело. О том, что Настя родила 2 медвежат, в начале января сотрудники вольерного хозяйства не догадывались. Медведица не показывала малышей вплоть до конца марта. Беспокоилась, говорят егери. Виной тому капризная погода.
Сотрудники вольерного хозяйства Уфы подготовили необходимые документы, чтобы передать косолапых новым хозяевам. Уже завтра медвежата покинут родной вольер и отправятся в зоопарки и цирковые труппы. К слову, медведицы по природе своей легко расстаются с малышами, когда они немного подрастут, а их отец Потапыч тем более. Он готовится к активному сезону, чтобы следующей зимой помочь медведицам дать новое потомство. Азат Самирханов, Роберт Давлетбердин, Альбина Хайруллина. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ и не пропустите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. До свидания, до встречи в следующее воскресенье.